Давид Алексанян мечтает, чтобы сверстники его не сторонились, и он полноценно мог общаться с детьми. В свои 6 Давид не говорит и очень сложно воспринимает информацию. Мальчику трудно проводить время среди детей, ведь ему часто предлагают поиграть, а ответить и до конца понять просьбу он не может. У Давида задержка психоречевого развития, органическое поражение центральной нервной системы. Давид родился с кислородным голоданием, гидроцефалией, но благодаря своевременному лечению он начал ходить, говорить некоторые слова. Однако к 2 годам мальчик перестал реагировать на просьбы и общаться. Лечились мы с 2 месяцев, но интенсив, когда поняли, что у нас начала назревать гидроцефалия, начали выезжать в Сочи, лечились, часто ездили туда, пока, как сказать, вот эту вот проблему с гидроцефалией более или менее нам привели в порядок. У нас нет шунта, благодаря тамошним врачам мы в года 4 пошли. Ребенок вроде бы что-то делает, и потом обратно откат, что-то вот начинается, вот что-то появляется и в речи, и в его развитии, ну, обратно. Родители делают все возможное, чтобы вылечить сына. Прошли несколько курсов реабилитации. Курс микротоковой рефлексотерапии был особенно эффективен. Приносят пользу и занятия с психологом. Вначале специалисты посоветовали наладить психоэмоциональный фон ребенка. Ходить к логопеду или к другим специалистам пока смысла нет. Нужно, чтобы ребенок сел, понял, что вокруг творится. Второй раз мы выехали, конец февраля, начало марта, при поддержке Министерства здравоохранения. То есть я сама с Гулирибского района, не с Гагры. Я обратилась к нашему депутату Минасяну Ашоту. Естественно, он мне помог в Министерство здравоохранения обратиться, оплатили лечение, так как мы уже оттуда, я попросила со счетом, со справкой вернулись, что ему нужно, и прошли очередной курс лечения. Ребенок на сегодняшний момент какой такой есть, честно говоря, благодаря вот этим 2 курсам. И плюс здесь мы начали ходить в Гагарский Альба-Мед к Альбине Анатольевне Ходжава. Очень тоже большие сдвиги. У нее мы прошли 1 курс микрополяризации. Давид нуждается в прохождении диагностики и курса реабилитации в нейрореабилитационном центре «Импульс» в Сочи. Мальчика ждут нейрокоррекция, арт-терапия, сенсорная интеграция, занятия с дефектологом, музыкальная терапия и другие процедуры. Благодаря комплексному подходу на протяжении 3 недель ежедневных занятий мы ожидаем положительную динамику в совместном взаимодействии, моторном развитии и в развитии коммуникативной сферы. Стоимость обследования и лечения 232 тысячи рублей. В медучреждении уже готовы приступить к лечению, но для родителей Давида сумма неподъемная. За помощью семья Алексанян обратилась в культурно-благотворительный фонд Ашана. У меня мечта, чтобы ребенок жил полноценной жизнью, пошел в школу по возможности. Может, он не будет профессором, как другие детки, но хотя бы получил образование. Хотя все врачи говорят, я как мама, чтобы знать, на что мне ориентироваться. У ребенка интеллект сохранен, все в порядке. Но вот речь никак у нас не пойдет. Несмотря на диагноз, Давид открытый, общительный мальчик, любит животных и очень тянется к детям. Но его сторонятся детки, так как не понимают, им тоже страшно. Он то жестами, то этими, и они не могут понять, что он хочет, и поэтому сторонятся. У него, наверное, тоже по жизни одна мечта, чтобы, хотя он не говорит, но я по виду понимаю, чтобы его не сторонились и играли с ним. Мечта 6-летнего Давида и его родителей должна обязательно осуществиться. Но для этого необходима наша с вами помощь. Самый легкий и доступный способ – отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальных сайтах КБФ Ашана, в соцсетях или по номеру 773 50 50. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.